Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами приступаем к изучению такой интересной науки, как антропология. Итак, позвольте вам, я ознакомлю вас с планом сегодняшней лекции. Тема наша называется «Антропология. Предмет, цели и задачи курса». Какие же вопросы мы сегодня должны рассмотреть во время сегодняшней лекции? Первый вопрос называется «Антропология как наука. Предмет, цели и задачи курса». Далее мы постараемся рассмотреть такой вопрос, как «История возникновения антропологии». И третий вопрос, который мы запланировали на сегодня, это называется «Основные направления антропологии». Ну что ж, приступим к изучению этих трех вопросов. Я постараюсь преподнести вам материал на более доступном, на простом языке, чтобы вам тоже было все более или менее понятно. Итак, слово «антропология». Слово «антропология», тут вот видите, мы написали на латинском языке. От древнегреческих антропология произошло от древнегреческих слов антропос и логос. Антропос переводится как человек, а логос переводится как наука. Впервые данный термин антропология был применен древнегреческим ученым-исследователем Иммануилом Кантом. Перед вами его портрет Иммануила Канта. Я знаю, что вы на первом или на втором курсе изучали философию, и вы, наверное, я уверен, что вы слышали о данном ученом, и знаете, кто был и так далее, да? Так. Перед вами вот стоит определение, автором которого является сам Иммануил Кант. Позвольте, я вам зачитаю это определение. Человек – это самый главный предмет науки. Конечная цель науки – именно познание самого человека. Более того, познание человека является важнейшим условием понимания мира в целом. Это у нас определение антропологии, автором которой является Иммануил Кант. Дальше. По мнению Иммануила Канта, у антропологии есть три основных источника. Пожалуйста, обратите внимание на слайд презентации. Первый источник, по мнению Иммануила Канта, это являются, конечно, другие науки, потому что антропология, она имеет очень тесную связь со всеми науками. И в том числе, конечно, с психологией. Дорогие студенты, вы у нас будущие психологи. Поэтому, как будущие психологи, я уверен, что антропология принесет свой вклад в становление вас как хороших психологов в будущем. Поэтому, скорее всего, у нас вот из других наук сюда можно включить также психологию, вашу основную специальность. Да? Второй источник, по мнению Иммануила Канта, это тоже, я надеюсь, вы согласитесь, это художественная литература. Тут, по-моему, это неоспоримо, потому что в художественной литературе и вы, как будущие психологи, да и вообще студенты любых специальностей, они получают очень много информации и очень много встречают очень много каких-то ситуаций, которые требуют тщательного рассмотрения, изучения, анализа и так далее. И третий источник, по мнению Иммануила Канта, как вы видите, написано, это из практического общения с разными людьми. Тут еще раз я подчеркиваю, что вы, как будущие психологи, в дальнейшем своей профессии будете иметь очень тесную связь
с различными слоями населения, с мужчинами, с женщинами, с детьми, с различными членами семей и так далее. И мне кажется, что Канта антропология должна дать ответ на два самых главных ответа, на два самых главных вопроса. Первый вопрос: что делает из человека природа? И второй вопрос: что делает или может, или должен делать из себя сам человек? Видите, какие очень актуальные и важные вопросы были поставлены Иммануилом Кантом перед антропологией. Обратите внимание на следующий слайд. Мы должны остановиться и на определении, что такое антропология. Пожалуйста, смотрим на слайд. Итак, антропология – это совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной или естественной и культурной или искусственной средах. Это определение, которое встречается во всех учебниках антропологии. Также в учебниках антропологии вы можете найти другое определение. Антропология – это наука о человеке как сложном и чрезвычайно значительном феномене. То есть в данном случае вы, как будущие психологи, я попрошу вас обратить внимание на второе определение. Потому что тут говорится, что каждый человек является феноменом. И в своей будущей профессии, когда вы будете работать с различными категориями населения, в каждом человеке, я очень надеюсь, что вы будете, в каждом человеке вы будете видеть феномен. И только в этом случае вы можете достигнуть хорошего результата, когда вы будете анализировать ту или иную ситуацию с человеком, который пришел к вам за психологической помощью. Вопрос, вот мы переходим, если вы обратили внимание на второй вопрос, а что же является предметом антропологии? Вот посмотрите на слайд, тут мы подчеркнули, что предметом антропологии является человек. Если вы обратили внимание, мы слово «человек» написали с большой буквы, ребята. Предмет антропологии – это человек, антропологические явления, которые возникают в том или ином социуме. И тут, конечно, я очень надеюсь, что вы поняли, почему мы «человек» написали с большой буквы. Помните, в предыдущем слайде мы говорили, что каждый человек является феноменом. И поэтому, когда антропология, когда ставит своим предметом человека, он видит в каждом человеке индивидуальность, потому что подчеркивает, что у каждого человека есть и должна быть своя индивидуальность. Да? Теперь цель антропологии. Прошу обратить внимание на слайд. Я прочитаю. Целью антропологии является овладение знаний по антропологии и формирование навыков, их использования. Ребята, обратите внимание, своей будущей профессиональной деятельности психолога. Вот. Потому что, еще раз говорю, вы будущие психологи. Вы каждый день, каждую секунду, каждую минуту будете работать с людьми. Поэтому у вас и у меня, как у лектора, как преподавателя, и у вас, как у будущих психологов, должна быть только одна цель. Цель – это овладение знаниями по антропологии. И мы должны научиться формировать те или иные навыки, которые вы в дальнейшем будете использовать в своей практической деятельности. Это у нас предмет и цель антропологии. Уважаемые студенты, вот вы, как будущие психологи, в ходе изучения антропологии, что же вы узнаете? Потому что сейчас у вас стоит вопрос.
почему же мне, зачем мне как психологу нужно изучать антропологию, да? Поэтому заранее я чувствую, что у вас внутри возникнут такие вопросы, я решил немножко ответить на те вопросы, которые у вас уже появились. Да? Зачем же вам нужна антропология? Вот уважаемые студенты, смотрите, вы как будущие психологи в ходе изучения антропологии узнаете основные антропологические особенности представителей различных слоев населения. Потому что социум, вообще население, она состоит из различных людей, из различных, скажем, индивидуумов. Да? Там мужчины, женщины, дети, люди с инвалидностью, люди с ограниченной возможностью, агрессоры, насильники, жертвы и так далее. И поэтому вы обязательно должны узнать, какие же у них бывают антропологические особенности. Дальше, что вы узнаете? Вы узнаете социальные и биологические корни антропологических процессов. К сожалению, сегодняшняя практика показывает, что многие процессы, происходящие в том или ином социуме, они имеют не только биологические, но и социальные корни. Скажем, какие-то социальные конфликты, социальное насилие, домашнее насилие, скажем, межнациональные какие-то междоусобицы и так далее, и так далее. Поэтому мы постараемся узнать о социальных и биологических корнях антропологических процессов. Вы, как будущие психологи, узнаете сущность социального контроля как особого механизма психологической и социальной регуляции поведения человека. Вы, когда выбирали свою специальность как будущий психолог, вы, наверное, уже осознавали, да, вы уже знали, что вы будете работать, скажем, в таких трудных ситуациях, выход из которого именно вы должны показать вашим клиентам или людям, которые к вам обратились за помощью. И поэтому вот эти механизмы психологической и социальной регуляции для вас очень необходимы в вашей дальнейшей практической деятельности как психолога. И самое последнее. Вы узнаете причины и условия порождения тенденций к аномальным поступкам. Что такое аномальные поступки, вы уже знаете, потому что вы изучали предметы общую психологию, философию, социологию. Поэтому вы знаете, что, к сожалению, в нашем обществе каждый день можно встретить какие-то аномальные, скажем, поступки. Да? То же самое убийство, скажем, семейное насилие. И любой человек в какой-то мере может оказаться или насильником, а в другой ситуации тот же человек может оказаться жертвой того или иного процесса или, скажем, антропологического процесса. Да? Поэтому мы с вами постараемся изучить причины и условия, почему, какие причины являются аномальных поступков и какие условия толкают к этим аномальным поступкам. Так, теперь вы, как будущие психологи, еще раз подчеркиваю, ребята, красной линией хочу подчеркнуть, в ходе изучения антропологии вы будете уметь применять антропологические методы изучения людей в целях повышения эффективности работы. Согласитесь, что психолог, не каждый психолог может, скажем, найти ключ к душе человека, правильно же? Душа человека такая, скажем, это
темная, скажем, темная комната. И в этой темной комнате вам, как специалисту, нужно найти именно тот ключ, который откроет двери к решению, может быть, проблемы или к решению какой-то трудной жизненной ситуации вашего клиента или человека, который обратился к вам за помощью как к психологу. Поэтому вам будет очень важно уметь применять методы изучения людей. Изучив антропологию, вы будете владеть приемами эффективного общения и профессионального взаимодействия с представителями различных групп населения. Мне кажется, вы не будете со мной спорить, если я скажу, что именно вы, как психологи в будущем, вы должны уметь общаться и профессионально взаимодействовать с различными людьми, которые к вам придут за консультацией или за помощью. И мы постараемся вот эти навыки вам в ходе изучения курса вам, скажем, научить или привить вот эти навыки. Я надеюсь, что я доказал, что вам как психологам антропология будет интересна, и она будет нужна вам не только как будущему психологу, и как будущему психологу, но вообще как высокоразвитому, высокообразованному человеку, специалисту, да? Вот, ребята. Теперь мы постепенно переходим к третьему вопросу, который у нас называется «Направление антропологии». Уважаемые студенты, я хочу сказать, что антропология, она такая большая наука, которая включает в себя очень много областей. И она изучает человека. Вот смотрите, ребята, это я. У каждого человека есть свое «я». Правильно же? Вот, например, я говорю «я человек». Вот. Каждый из вас, уважаемые студенты, которые здесь сидят, вы можете сказать «я студент», «я, скажем, девушка», я могу сказать «я учитель», «я мужчина», «я антрополог», «я научный сотрудник». То же самое вы можете сказать «я студент ОЖГУ», «я кыргыз» и так далее. Да? Вот смотрите, когда мы будем изучать человека, давайте вот сюда напишем «я человек». Да? И еще раз обратите внимание, человек я напишу с большой буквы. Я человек. Когда мы будем изучать человека, мы должны постараться его изучить с точки зрения различных аспектов, ребята. Смотрите, сколько стрелок, да? Чем больше аспектов вы рассмотрите, с тем большей уверенностью вы можете сказать, что вы в той или иной мере изучили данного человека. И вот эти стрелки в данном случае как раз являются основными направлениями антропологии. Сейчас на экране я буду постепенно вам показывать, какие же направления антропологии на сегодняшний день есть. Вот из своего личного примера я хочу сказать, что в 2007 году мне посчастливилось участвовать в антропологическом конгрессе, который проходил в Турции, в городе Анталия. И когда меня пригласили на эту конференцию, в письмо было написано: «Уважаемый Асылбек Каимович, мы приглашаем вас как антрополога на наш антропологический форум». До этого я не считал себя антропологом, потому что мне казалось, что антрополог, он такой исследователь, который исследует, скажем, мне казалось, что антрополог изучает совсем другие аспекты человека, общества и так далее. Но приняв участие на этом конгрессе, я действительно осознал,
что я тоже, оказывается, являюсь антропологом. Поэтому я хочу сказать, что вы тоже, как будущие специалисты, окончив университет, когда вы будете работать каждый по местам, вы тоже в той или иной мере будете заниматься не только психологией, вы будете заниматься в том числе антропологией, ребята. Поэтому сейчас мы приступаем к изучению основных направлений антропологии. Первое направление – визуальная антропология. Слово «визуальное» для вас, конечно, не ново. Вы об этом слышали раньше и в школе, и в университете. Визуальное от слова «вижу», ребята. Все, что вижу, я изучаю. Это исследование нелингвистических форм человеческой коммуникации. То есть это изучение визуальных продуктов, таких как художественные фильмы, фотографии, индивидуальные проявления культуры, изучение выражений лица, движений тела, изучение танца, способов украшать тело. Это изучение символического использования пространства, архитектуры и так далее. Видите, какая с одной стороны вроде интересное, но с другой стороны такое сложное направление антропологии. Да? Вот я вам приготовил несколько примеров для визуальной антропологии. Вот смотрите. Первый пример – это, глядя на этот рисунок, каждый из вас делает свой какой-то, приходит к какому-то выводу, да? Что тут нарисовано, почему именно черным на белом, что означает глаза, видите, выражение глаз, выражение, скажем, что хотел показать художник, рисуя именно данный образ человека, да? Почему художник выбрал такой жанр, почему он не нарисовал другие части тела. Видите, вот это все изучает визуальная антропология. Хочу вам напомнить, ребята, что по учебному плану, согласно рабочей программе, в дальнейшем все эти направления мы с вами будем изучать отдельно. То есть по этим направлениям у нас будут отдельные лекции, отдельные семинарские занятия. А сейчас я просто хочу коротко рассказать об этих направлениях. А в дальнейшем мы конкретно будем останавливаться. Да? Или еще другая картина. Вот смотрите, я тоже приготовил. Всем известные маски. Да? Вот смотрите. Вы, наверное, слышали, что у каждого человека бывает несколько масок. Вот. И, наверное, согласитесь, да? У каждого из нас имеются очень много масок. Конечно, маска это в той или иной мере проявляет именно эмоцию человека, ребята, да? Вот смотрите, каждая маска показывает то или иное эмоциональное состояние человека. Люди в различных эмоциональных состояниях. У них будут различные маски. У одного клиента может быть эта маска, а у другого вашего клиента может быть эта маска. Вы должны быть готовы работать с людьми с различными масками, ребята. Поэтому мне кажется, что визуальная антропология вам тоже очень сильно пригодится в дальнейшем. Так, второе направление у нас называется педагогическая антропология. Ну, педагогическая антропология, вы, конечно, в будущем, некоторые из вас могут работать в школах, как школьные психологи, да? Или, может быть, преподавать, как говорят, социальный работник, да? Или психологический работник, консультант. Может быть, вы будете работать не только в школе, но и в колледже, в университете и так далее. Поэтому педагогика, это педагогическая антропология, это очень важно для вас. Вы будете заниматься не только обучением, но и воспитанием детей.
Поэтому педагогическая антропология вам очень важна. В последнее время даже многие детские сады, скажем, привлекают психологов к себе как штатных работников. Поэтому, кто знает, может, кто-то из вас будет работать в детском саду как психолог. Да? Поэтому в ходе изучения педагогической антропологии в дальнейшем мы об этом с вами еще поговорим. Следующее направление у нас социальная и культурная антропология. То есть само слово говорит, что социальное – это общество, а каждое общество имеет свою культуру, да, ребята? Поэтому в каждом обществе и в каждой культуре есть свои те или иные принятые нормы поведения, вот, которые мы с вами должны обязательно соблюдать, да? Следующее направление антропологии, студенты, обратите внимание, это религиозная антропология. Само слово за себя говорит, что она изучает, как же религия влияет на тех или иных людей в том или ином обществе. На сегодня мы имеем очень много примеров, когда религия, с одной стороны, может положительно влиять на те или иные происходящие события, но с другой стороны, есть, к сожалению, немало примеров, когда религия, скажем, в той или иной мере становится именно причиной каких-то конфликтных ситуаций, недопониманий, когда люди различных этносов или различных верований не понимают друг друга, и в результате этого происходят какие-то религиозные процессы. Да? И то же самое тут мы можем сказать о каких-то религиозных стереотипах в различных культурах, о различных нормах, о каких-то, скажем, функциях, которые должна нести религия в то или иное общество, да? Потому что мы знаем, и вы, как будущие психологи, еще раз подчеркиваю, вы должны уважать человека вне зависимости от его религии. К вам будут приходить люди различных вер, различных религиозных убеждений и так далее. И вы обязательно, как профессиональный психолог, вы должны быть к этому готовы. Следующее у нас направление идет лингвистическая антропология. Лингвистика, вы сразу, я уверен, вы поняли, что это язык. У каждого народа, у каждой культуры, у каждой нации есть свой язык, да, который является основным символом, который представляет данный народ или данную нацию в мировом сообществе. К сожалению, у нас есть народы и нации, которые находятся на грани исчезновения. И поэтому Организация Объединенных Наций, скажем, делает такие усилия, чтобы вот эти языки исчезающих народов, они сохранились на нашей планете. Да? Так. Следующее направление – антропология права. То есть данное направление изучает правовые системы, правовые нормы, правоотношения, представление о праве в разных обществах, у разных народов. Следующее направление, вот смотрите, тоже интересное направление, политическая антропология. Да? Эта антропология, она изучает направление, занимающееся изучением политического процесса в обществе. Ребята, если ты не займешься политикой, политика займется тобой. Сегодняшняя ситуация в нашей стране, яркий пример этому, потому что сегодня Кыргызстан как раз является, ребята, на грани важного политического выбора нашего будущего Жогорку Кеңеша. И политическая ситуация
она очень тесно связана с психологической ситуацией в любом обществе, ребята. Поэтому мне кажется, что это очень интересное направление. Дальше, ребята, вот смотрите, гендерная антропология. Слово «гендер», не знаю, вы слышали или нет, но скорее всего вы слышали, потому что это новый термин. Многие люди об этом слове до сих пор не слышали, но вы, как будущие психологи, как профессиональные психологи, обязательно должны изучать гендерную антропологию. Я знаю, что вы изучали гендерную психологию. Я даже знаю, что у вас есть гендерная лаборатория. Я знаю, что кафедра психологии выиграла грант у фонда Сороса. Там имеется очень много бесценных книг. Я попрошу вас обязательно зайти в гендерную лабораторию и ознакомиться с данной литературой. Уважаемые студенты, не во всех университетах Кыргызстана имеется такая возможность. И фонд Сороса не случайно выбрала для лаборатории именно кафедру психологии Орского государственного университета. И тут, конечно, очень большой вклад вашего заведующего, уважаемой госпожи Жолдошевой Акчач Ольмасовны. Пожалуйста, зайдите в гендерную лабораторию. Да? А слово «гендер» — это, конечно, социальная роль человека. Да? Но в дальнейшем у нас будет такая тема. Мы будем с вами об этом еще изучать. И последнее направление – это антропология повседневности. На латинском есть такое слово «everyday life», то есть каждодневная жизнь. Жизнь человека каждый день меняется, изменяется и так далее. Поэтому отсюда и возникло такое направление антропология повседневности. То есть чем занимается человек каждый день, каждый час и так далее. Да, ребята? Вот. И мы забыли одно направление, это антропология города в скобках села, потому что в городе, вы знаете, совершенно другая атмосфера, другая жизнь, в городе живут другие люди, и там происходят другие антропологические процессы, а в селе происходят совершенно обратные какие-то антропологические процессы. И, конечно, есть такое направление, как антропология фольклора. Вы знаете, фольклор – это устное народное творчество. В дальнейшем, в ходе изучения этой темы, мы на этой теме еще пошире поговорим. Ну вот, уважаемые студенты, мы с вами ознакомились с предметом, целью, задачей антропологии, с историей возникновения антропологии, какова ее цель и задача, предмет, цель и задача. Что даст антропология вам, как будущим профессиональным психологам в дальнейшем, нужно вам или не нужно. Я надеюсь, я немножко вас заинтересовал, что эта наука вам будет интересна и что она вам пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности. И, конечно, мы поговорили об основных направлениях антропологии. Вот. Потому что антропология очень тесно, еще раз подчеркиваю, я в начале лекции вам говорил, что она тесно связана с психологией, потому что психология изучает личность, а антропология изучает человека, а каждый человек – это личность, да, еще раз. Мы с вами всегда говорим, человек нужно писать с большой буквы, то есть это тоже личность. Так, уважаемые студенты, на этом мы постепенно завершаем данную лекцию. Но я уверен, что у вас возникли какие-то, может быть, вопросы и так далее. Мы с вами очень тесно общаемся по WhatsApp. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите на WhatsApp-группу. Скоро мы с вами встретимся на Zoom. Если будут вопросы, тоже задавайте эти вопросы. А если у вас какие-то личные вопросы, мой электронный адрес вы все знаете. Напишите на электронный адрес эти свои личные вопросы. Так, уважаемые студенты, я в конце лекции хочу еще раз вам напомнить, что
качество нашего занятия, качество изучения нашего курса зависит не только от меня как лектора, но и от вас как студента. Помните, я вам говорил, чтобы вы все свои самостоятельные работы, все лекционные материалы отправляли мне по WhatsApp-группе или на мой электронный адрес. Пожалуйста, я еще раз вас призываю активно участвовать в ходе работы над индивидуальным занятием. Я еще раз вас подчеркиваю, еще раз проработать нашу лекцию, а чтобы еще наша сегодняшняя лекция еще стала более эффективной, надеюсь, что вы будете работать с той литературой, которую я вам предлагал и еще раз предлагаю. Вот обратите внимание, основная литература по антропологии — это первая Хомутов А, книга так и называется «Антропология». Это российская книга, она издана в 2008 году. Вторая основная наша литература тоже называется «Антропология». Это учебное пособие для студентов вузов. Автором является Хасанова, тоже вышла в 2012 году. Третья наша основная книжка — это, конечно, «Психология и антропология», потому что психология, еще раз подчеркиваю, она очень тесно связана с антропологией. Да? Но это сборник трудов, она ежегодно выходит как сборник трудов, и там вы можете найти очень много различных научных докладов известных исследователей, психологов, антропологов и так далее. Ну, еще четвертый учебник — это наш известный психолог госпожа Иванова, которая работала в Кыргызско-Российском славянском университете, возглавляла кафедру психологии, и она как раз занималась антропологическими особенностями психологии человека. Ее книги вы тоже, конечно, найдете в электронной библиотеке на сайте не только нашего университета, но и на сайте КРСУ. А если у вас будут какие-то личные вопросы, вы можете обязательно напишите мне на WhatsApp-группу или на мой электронный адрес, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Вот смотрим на презентацию. Я вам предлагаю поработать над следующей темой. Тема называется «Фотографии как источник антропологического познания». Помните, мы с вами говорили визуальная антропология, да? То есть первая наша, данная наша СРС связана именно с визуальной антропологией. Вам дается следующее задание. Вы должны сделать сами фотографии. Город Ош, вы каждый день ходите по любимым улицам, по любимым местам, да? Вы встречаете очень интересных людей, личностей, поэтому по данной теме вы можете делать фотографии. Следующая тематика — это антропология семьи, то есть какие-то семейные фотографии, фотографии детства, может быть старинные фотографии и так далее. Следующая тема, которую я предлагаю, это антропология политики. Вот сегодня очень бурно идут политические процессы, не только в городе Ош, но и во всем Кыргызстане, поэтому у вас есть уникальная возможность сделать фотографии города Ош перед выборами. Может быть, вы сделаете фотографии каких-то интересных баннеров и так далее, все, что связано с политикой. Да? И я вас очень прошу, когда вы сделаете фотографии, немножко сделайте анализ, а мы с вами их обсудим на встрече с вами на Zoom-конференции. И, конечно, следующая тематика, которую я хочу предложить, это гендерные роли, то есть это фотографии повседневной жизни мужчин и женщин. Это фотографии, которые показывают какие-то гендерные стереотипы или и так далее, да? То есть все, что связано с гендерными ролями человека. Вот. Я надеюсь, что это задание вас заинтересовало. Так. Теперь, уважаемые студенты, спасибо внимание за то, что вы
Спасибо за ваше внимание. Хочу вам сказать в конце лекции, что вся наша литература и основная, и дополнительная литература по антропологии, она у нас есть на сайте АВН.РУ. Я вам об этом говорил, пожалуйста, там есть электронная библиотека. На сайте Кербил есть рабочая программа, учебно-методический комплекс, силабус по антропологии, где как раз указана литература по данному курсу. Вы можете там открыть. Но если вы не сможете, то можете написать нам на WhatsApp-группу или на почту. Я вам еще раз помогу, как открыть. Да? А это, конечно, сайт нашего университета www.urshu.kg. Там тоже, если мы увидим какие-то интересные фотографии и так далее, мы можем, может быть, разместить их на страничке нашей кафедры психологии, которая есть на сайте университета. На этом, если позволите, я хочу завершить данную лекцию. Хочу сказать вам большое спасибо за ваше внимание и желаю вам всего хорошего.